Первая серия познавательных уроков для больных о методах лечения поражений джиннами. Шейх Халид Аль-Хибши. Урок 1. Виды пациентов. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. С дозволения Аллаха мы начинаем наш первый урок из серии познавательных уроков, касающихся больных и методов лечения поражений джиннами, а также других болезней. Мои дорогие братья, как это показано, это первая часть или первая серия уроков о больных, и она, несомненно, важна, потому что человек должен иметь об этой теме представление, чтобы он сам мог получить от этого пользу и донести ее на других. План уроков я сделал с целью помочь тем, кто собирается лечиться или проходить профилактику, несмотря на слова некоторых ученых, говорящих о том, что больной должен терпеть и ждать за это награду. Как, например, говорится в хадисе о женщине, падавшей в приступах, которая попросила у пророка, мир ему и благословения Аллаха, сделать за нее дуа, и он дал ей выбор между дуа за нее и терпением и надеждой на вознаграждение. И она выбрала терпение и награду, только лишь попросила сделать за нее дуа, чтобы не открывалось ее тело. Но в наше время многие люди страдают различными болезнями, самыми разными, известными и неизвестными. Больницы наполнены пациентами. Увеличилось число случаев поражения самых разных видов, зависть и прочие заболевания. И люди так и привыкли делать. Покупать лекарства, проходить программы лечения, ложиться на операции. И без этого никак. Поэтому в таком случае человек должен познавать все больше и больше тот мир, в котором он живет. И первый урок, с которого мы сейчас и начнем, будет о видах пациентов. Под этим я подразумеваю, что среди пациентов есть, например, дети, есть взрослые, есть мужчины, есть женщины, есть пораженные джиннами, есть страдающие физиологическими заболеваниями, есть и страдающие психическими заболеваниями. Все они нуждаются в подобных уроках, чтобы человек мог понять, куда же ему идти. Идти к доктору, идти к чтецу Рукья. Есть ли что-то, что я могу делать сам? Да, есть, с позволения Аллаха. И поэтому, если мы, например, говорим о лечении и видах пациентов, то какую пользу это нам даст? Сколько мы видим, как наши дети... И я бы хотел поблагодарить одного брата, я сейчас не помню его имя, но я слушал один из его роликов, и он сказал: «Братья, мы оставляем без внимания наших детей. Ребенок падает в приступах, ночью у него жар, у него начинают проявляться симптомы, и мы ведем его к доктору, выписывающему ему успокаивающее. И когда он вырастает, обнаруживает, что у него давнее и запущенное поражение. Он жил и рос с ним, поэтому нам следует это учитывать, будь это сглаз или одержимость, или что-то другое. Или даже физиологическое заболевание. Например, в некоторых случаях что-то может произойти по прошествии нескольких лет, например, отказ какого-то органа. И если доктор посмотрит историю болезни этого ребенка или этого взрослого человека, случилось ли с ним что-то, да, был случай приступов, то доктор начинает исследовать другие вещи. Делает рентген, делает анализы и говорит: да, имеет место последствия этих самых приступов. Явные последствия, такие как, например, сгустки крови в голове или другие проблемы. Необходима операция, необходим курс лечения на протяжении года или нескольких месяцев. Поэтому человек должен разбираться в своем здоровье. Касается это детей, взрослых, мужчин или женщин. Поражение ли это или нет? Почему, мои дорогие? Этим я хочу дать ответ всем тем, кто отрицает поражение джиннами. Если человек начинает жаловаться на боли в этом месте или в этом месте, например, то каждый, кто услышит эти жалобы, скажет: немедленно отправляйся в больницу. Не шути с сердцем, нельзя затягивать. Или у него головная боль.
И ему говорят: иди, проверь давление, сделай анализы, не запускай болезнь, это может у тебя опухоль. Но если он станет жаловаться на поражение джиннами, ему скажут, что у него наущение. И это ошибка. И поэтому, братья, когда я говорю «ребенок», «взрослый», «мужчина», «женщина», «больной», «пораженный» и так далее, вслушивайтесь, и так же, как вы ходите на прием к врачам, сходите к чтецу Рукьи или научитесь сами, и это и есть то, что я сейчас хочу сделать, с позволения Всевышнего Аллаха, чтобы вы могли, увидев ребенка, ведь он не может сам себе помочь, увидели в нем симптомы, в которых вы разбираетесь. Какой же на это довод? И пусть это будет ответом некоторым уважаемым людям из числа ученых и людей знания, которые в таких случаях говорят: не пугайте людей, не порождайте наущения. Мы же говорим, это не так, ведь колдовство коснулось самого пророка, мир ему и благословения Аллаха. Оно коснулось самого посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. И он оставался под его воздействием около 6 месяцев, согласно более верному мнению. Хвала Аллаху, это никак не повлияло на ему данное откровение и на его донесение до людей. Ему лишь казалось, что он проводит ночь с женой, хотя на самом деле не проводил. Или он делал что-то, но на самом деле не делал. Во всем, кроме поклонения. Также он чувствовал тяжесть в теле и головную боль. Итак, когда же он узнал, что он околдован? Когда его спросила мать правоверных Аиша, радийаллаху анха, сказав: «О посланник Аллаха, у тебя совсем пропала нужда в нас?» И после этого, как сказано, он пошел и начал делать дуа и просить Аллаха дать ему понять, что с ним произошло. И Всевышний Аллах дал ему понять, что он околдован. Так когда это было? Во время, в которое сихр не был так распространен, кроме ягудов. И ягуды на него и наложили колдовство. Так что же говорить о нашем времени? Это подобно болезням. Они не были распространены, и люди их не изучали. А сегодня, если человек найдет у себя какой-то симптом, например, одной из этих известных болезней, как коронавирус, свиной и птичий грипп, он бежит в больницу, сдает анализы, записывается, проверяется, ложится в карантин, изолируется от своей семьи, своей жены, не идет на работу, надевает респиратор. И после этого кто-то говорит о другом виде заболеваний. Зачем проверяться? Это все наущение. И это является большой ошибкой. Поэтому я советую убедиться в отсутствии этих болезней и после этого проходить исследования в других областях медицины, психиатрия или что-то еще. Это я хотел вам напомнить и обратить ваше внимание в этой лекции. Пророка, мир ему и благословение Аллаха, коснулось колдовство, и он не знал, что оно его коснулось. И только после этого люди стали замечать последствия. И, например, когда приходит человек и говорит, что нашел в доме какие-то обереги, какие-то колдовские вещи, что-то очевидное, не какие-то обычные наущения. Например, кто-то зашел к вам в дом и рассыпал своей рукой какой-то порошок, и, посмотрев на него, заподозрил неладное. Или на камере запечатлено, как какой-то родственник подошел, пролил возле двери жидкость и потом ушел. Что это? Это сихр. И поэтому человек должен такие вещи изучать на этих уроках и быть бдительным, и даже спрашивать своих детей. Так же, как кто-то учит своих детей и учит свою жену разным вещам, как, например, уберечь ребенка в школе от какого-то другого ребенка, который может оказать негативное влияние своим плохим поведением. Или учим не делать какие-то вещи. Таким же образом, отец должен поучать своих детей и этим вещам. И когда мы обращаем внимание детей на эти вещи, кстати, если пожелает Аллах, будет серия лекций для детей, чтобы и они знали. Так вот, когда мы обращаем их внимание на эти вещи, а наши дети сегодня, маша Аллах, табарак Аллах, все понимают лучше нас самих. Если мы их поучаем, то однажды ребенок может прийти и сказать: «Пап, я нашел странную вещь, похожую на ту, что ты мне показывал, или когда-то рассказывал, или объяснял», то вы скажете: «Да, это сихр, и это надо отнести к шейху, который сможет это уничтожить». Или же вы сами можете научиться, как уничтожать подобные вещи. И когда приходит ваш ребенок, и вы спрашиваете: «Где ты был?» И он отвечает: «Я был у нашей тети или дяди». И вы замечаете, что на ребенке проявляются признаки сглаза, усталость или другие признаки сглаза, которые вы знаете. И ваш ребенок тоже знает.
то он сможет сказать вам, что про него хорошо говорили. Он что-то съел, и кому-то стало завидно, ему стало плохо, его у них вырвало. Он упал, когда услышал какое-то слово, поэтому человек должен узнавать и следить за тем, что происходит вокруг него. Прошу Всевышнего Аллаха сделать эту лекцию введением к этим урокам первой части серии уроков. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Урок второй. Вероубеждения пациентов. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. По воле Всевышнего Аллаха, это станет вторым уроком из серии наших лекций, из первого курса этих лекций. Тема этого урока — вероубеждения пациентов. Некоторые могут не понять, что это значит. Поэтому я хочу пояснить, что рукья не предназначена только лишь для мусульман. Также и неверующему можно читать рукью. Да, можно. Доводом в пользу этого служит хадис в Сахих Бухари о том, что сподвижники проходили мимо племени язычников, когда вожака этого племени кто-то укусил. Кто-то ядовитый, скорпион, змея или кто-то еще. И они спросили, есть ли среди вас чтец рукьи? И сподвижники ответили «да». И один из них прочитал вожаку, который был язычником. Поэтому читать рукью язычнику дозволено. Также больной может быть мусульманином, а может быть многобожником. Каким же? Я не имею в виду многобожников, которые раньше поклонялись идолам. Это один их вид. Другой их вид — это те, кто читают намаз, постятся, выстаивают ночные намазы и делают все остальное, однако они поклоняются не Аллаху, даже если они считают, что они поклоняются только Аллаху. Призывают и взывают к мертвым. Это является ширком, да сохранит нас Аллах. Также он может быть христианином или иудеем. Он может быть также и индуистом, а может быть и атеистом. Это вероубеждения пациентов. Могут ли они лечиться? Да, они могут лечиться Кораном. Можно ли им читать рукью? Да, можно. Приносит ли им пользу это чтение? Некоторым приносит, а некоторым не приносит. И поэтому многобожники, что поклонялись не Аллаху, те, кто жил раньше и поклонялись идолам, когда садились на корабль, призывали одного лишь Аллаха, а когда Он их спасал, что происходило? Аллах их спасал, потому что они в тот момент взывали лишь к Нему одному. Итак, приносит ли это пользу подобным людям? Да, иногда. В чем польза от этого урока? Польза в том, мои дорогие, что со мной могут связываться самые разные люди. Я помню, как однажды со мной связалась одна женщина-христианка, и она сказала, со мной происходят различные вещи, сихр и так далее. У нее были симптомы сихра, хотя они, конечно же, не особо в них разбираются. Она может сходить в церковь, полечиться и вернуться домой. И я спросил, случаются ли с тобой такие-то вещи? Она ответила «да». Я сказал, послушай эти кассеты. Почему? Потому что человек может не верить лишь моим словам. Я сказал, послушай эту кассету с советами джинном, а также кассету сихра и кассету с глаза, и другие кассеты. Она прослушала и написала на своем диалекте. Я не могу вам дословно пересказать на ее диалекте. Это не упрек ей за ее диалект. Но просто есть на это причина. Она написала в таком смысле: «Ты сжег того, кто во мне, и я увидела то-то и то-то». То есть, как будто бы она сильно удивилась результату. Поэтому это тоже призыв. И сколько же раз мы так призывали людей? И подобных ей, и тех, кто оставил намаз, и даже тех, кто уже попадает под определение атеиста. Он говорит, что его родители были мусульманами, но сам он не верит в Бога. У него есть симптомы, и мы ему говорим. Пусть зритель сейчас это внимательно послушает, потому что он сможет помочь таким людям, особенно на Западе. И в особенности, если перевести подобные лекции, они могут принести много пользы и послужить призывом к исламу. Мы можем сказать подобным людям: прослушайте эту кассету. Или сказать: помолись. Скажи: «О наш Господь, который на небе, который создал эти небеса, исцели меня». И если он вылечится, он может сказать: «Я хочу быть с вами». И такое уже случалось. Я помню, как давно в Албании мы встретили подобных людей. Одна из женщин так и сказала: «Если во мне что-то изменится, или я вылечусь,
Я начну читать намаз и стану мусульманкой. Хотя ее отцы были мусульманами, но она сама атеистка. Мышление и вероубеждение, как у атеиста. И субханаллах, Аллах пожелал, что при помощи только лишь одной кассеты, на которой была записана сура Ясин и сура Соффат, шейх Аль-Аджами, это было давно. Я дал ей эту кассету и почитал ей сам. И сказал: попроси Бога, который на небе. Скажи: о тот, кто сотворил эти небеса и все эти вещи вокруг, исцели меня. Прошел день или два, и она сказала: я увидела какой-то пламенный шар. Встала и как ни в чем не бывало. Она, несмотря на то, что являлась атеисткой, прибегала к амулетам и разным другим вещам, сказала нам: я буду с вами. И она начала читать намаз. Итак, это вид призыва. Мы не имеем права не дозволить это. Просто некоторые говорят: я не буду читать неверующему или атеисту. Человек может получить от этого пользу, и это станет причиной его веры. Итак, вероубеждения пациентов. Они могут быть мусульманами. Он может быть язычником, поклоняющимся идолам. Он может быть и многобожником, который читает намаз, постится, делает зикры, совершает поездку в Мекку, в Медину. Может быть богобоязненным и может находиться в первых рядах мечети. И при этом он взывает к кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Он может быть и атеистом, или кем-либо еще из представителей различных религий. Итак, к кому относишься ты, о раб Аллаха, и о рабыня Аллаха? Затем и мусульманин бывает разных видов. Есть мусульмане-грешники. Есть мусульмане, которые далеки от разного рода грехов настолько, насколько им удается. Ведь каждый сын Адама совершает грехи, и лучший из них тот, кто кается. Этим я хотел указать на важность этой лекции. Человек должен исправлять свое вероубеждение, если его вероубеждение противоречит вере в единого Бога. Потому что Всевышний Аллах сказал: «И тому, кто боится Аллаха, Он даст выход из ситуации». Я также показал, что случается с многобожниками, которые призывают не Всевышнего Аллаха, когда они призывают Его одного. И мы видели неверующих, которые вошли в ислам. Как некоторые, которые заплывали в море и начинали в нем тонуть, но не знали, что же делать. Поэтому поднимали взор к небу и просили Бога этих небес. И Аллах спасал их на берег целыми и невредимыми, после чего Он шел и принимал ислам. Поэтому это тоже призыв и метод исправления вероубеждения, а также демонстрация того, что Коран и Рукья приносят пользу с дозволения Аллаха даже таким людям. Нам не следует лишать блага этих людей, а следует призывать их к исламу. Я прошу Всевышнего Аллаха принести нам пользу в этой короткой лекции и дать нам возможность донести полезные вещи до наших братьев во всех уголках мира. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Урок 3. Вероубеждение пациента-мусульманина. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Это наша 3-я встреча из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Это 3-й урок, и он называется «Вероубеждение пациента-мусульманина». Что же я имею в виду под вероубеждением пациента-мусульманина? Мы же мусульмане. Все мы говорим, что мы мусульмане, и все мы верующие. Но каково наше вероубеждение, и во что мы на самом деле верим? В чем мы убеждены, и что мы делаем? Достаточно ли просто сказать, что я мусульманин? Итак, вероубеждение пациента-мусульманина. Так вероубеждение в чем? Вероубеждение в нашем Творце. То есть перед тем, как вы будете лечиться, и многие перед тем, как начать лечение, говорят: «О, шейх, я уже не знаю, что и делать со своей болезнью. Я взываю к Аллаху, совершаю много благих дел». Я ему отвечаю: если тебя коснулась беда, начни себя проверять и спроси сам себя, каково мое вероубеждение относительно моего Творца? Кто твой Господь? Что ты знаешь о Всевышнем Аллахе? Клянусь Аллахом, братья, многие очень невежественные в вопросах, касающихся их Создателя. Приведу вам небольшой пример.
Если вам скажут, ты знаешь такого-то, какого-то известного человека, например, вы скажете, да, знаю. И что же вы о нем знаете? Вы скажете, что он, например, большой изобретатель. Он родился в таком-то году. Он является изобретателем того-то. Он получил такие-то премии в таком-то году. Был удостоен их в таком-то году. И еще он изобрел то-то и то-то и то-то. Он доработал, он выпустил, он богатый, он. То есть вы все это о нем знаете. Это пример, и как вы видите, это какая-то великая личность, пример для подражания. Его память увековечена уже 100, 200 или 300 лет. Что вы знаете о вашем пророке, Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха? Ну, он пророк милосердия, пророк, только и всего. Больше ничего не знаете. Хотя даже на Западе сейчас обсуждают пророка, мир ему и благословение Аллаха, и говорят, что он является примером во всех вещах. Если вы захотите узнать, кто самый известный и обладающий наибольшим количеством достойных качеств, вы увидите, что это он, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. И если вы захотите узнать, у кого было больше всего последователей с тех времен и до нашего времени, вы увидите, что это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Значит, мы не знаем пророка, мир ему и благословение Аллаха. Хорошо, а Создатель всего вокруг? Что мы знаем о Создателе? Прекрасные имена Аллаха. Известные нам и неизвестные. Знаем ли мы их? Изучили ли их? Поняли ли их? Если бы мы их поняли, нам ничего другого не было бы нужно. Итак, знание больного о своем Создателе очень важно. Также и вопрос о вере и столпах веры. Многие смогут вам их назвать. Вера в Аллаха, в ангелов, в книги, в пророков. Но живешь ли ты с ней? Известно ли вам, что Всевышний Аллах, в которого вы верите, и есть тот, кто испытывает вас благом и бедами ради проверки и испытания, и что Он повелел вам быть терпеливыми, и запретил тебе рыдать и жаловаться, и делать прочие подобные вещи, и что Он обещал вам великую награду, и что Он предопределил вам эту болезнь еще перед тем, как вас сотворить, и что Он знает, что вы будете делать, и что вы в этом мире проходите испытания, и что Всевышний, Он может дать тебе терпение, и что Он испытал вас этой болезнью, чтобы затем вас излечить. Все это мы забываем. И что у Него есть имя исцеляющий. Многие из этих вещей мы не знаем. Кто же есть наш Создатель? Если бы мы это знали, мы бы жили так, как жили сподвижники и наши предшественники до нас. Также и вопрос о вере. Иногда больному говорят, в этом вопросе есть такое-то постановление. Или в хадисе, который его разум не может принять, сказано то-то, и он отвечает: «Брат, давай оставим, не будем заниматься ерундой». Это же хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Сахих Бухари, или у Муслима, или в других достоверных сборниках. Он говорит: «Не». Так что же с верой в Аллаха, Его ангелов, Его книги и Его пророков? Да, существуют ангелы, то есть потусторонний мир. Мы не станем углубляться, но скажем, что у больного должно быть об этом представление. И недостаточно просто говорить «я мусульманин». Твое поклонение Всевышнему Аллаху и твое познание Всевышнего дает тебе большую силу. Эта сила веры и есть то, что проявляется, когда мы встречаемся с решимостью больных, и большинство пациентов являются невеждами. Каково твое вероубеждение, о мусульманин, например, относительно предопределения и судьбы? Я помню одну женщину. Когда-то я рассказывал о ней. Она читала суру Бакара 3 раза в день. Мусульманка совершает намаз, постится и делает все остальное. Но однажды я увидел, что ее лечение по какой-то причине не продвигается. И я напоминаю, всегда проверяйте свое вероубеждение относительно Всевышнего Аллаха. Так что же она сказала? «Шейх, я читаю Бакара 3 раза, совершаю намаз, пощусь, даю садака, никому не причиняю вреда». Я сказал: прояви терпение. Я вижу, что в чем-то есть проблема. И что же это за проблема? И тогда она сказала: «О шейх, почему Аллах вообще наслал на меня это испытание? Что я такого сделала, чтобы меня Аллах так испытал?» И я сказал: вот это и есть причина. Потому что это убеждение. Каково твое убеждение относительно предопределения? Да, такова она твоя вера в предопределение. И многие люди так и веруют. Один из больных прислал письмо, в котором написал: «Я не хочу себя хвалить, но я один из лучших людей. Очень богобоязненный. Совершаю намаз, никому не причиняю вреда. Хорошо отношусь к матери, к своему дедушке, делаю то-то и то-то». То есть как будто бы он во всех вещах все делает на все 100.
И я не понимаю, почему со мной происходят все эти плохие вещи. Значит, ты не понимаешь и не изучал предопределение, его степени и мудрость Аллаха в испытании своих рабов. Значит, ты лучше самих пророков. Они делали не на все 100, а на все 1000, на миллион во всех делах. И Всевышний Аллах испытывал их, поднимая их тем самым по степеням. И поэтому, если пораженный мусульманин действительно займется вопросами вероубеждения, как полагается, ему не будет нужен никакой чтец. Я говорю это, зная, о чем я говорю. Это правда. Он, может быть, сходит к чтецу только чтобы узнать, что ему делать. А не так, как делают некоторые люди, которые бегают от одного к другому: «О, шейх, я хочу записаться, хочу к вам на визит, пересмотри свое вероубеждение». Подобных больных я даже не принимаю. «Шейх, почему вы не запишете меня на еще один визит?» Я отвечаю: «Я дал тебе одну консультацию, а теперь ты должен делать сам». И он уходит к другому. А некоторые заклинают тебя Аллахом: «Да сохранит тебя Аллах, прошу тебя». И когда такой человек приходит, скажите ему: «Ответь мне ради Аллаха». Обращаешься ли ты к Аллаху настолько же усердно, как ходишь по чтецам руки? Некоторые ходят каждый день к одному, второму, третьему. Некоторые говорят: «Я только что от одного сразу к вам, и после вас у меня визит у третьего». Почему же? Я хочу вылечиться. Вот столько же времени, сколько ты проводишь у меня, у этого и этого, ты проводишь со Всевышним Аллахом? Он говорит: нет. Читаешь намаз, слушаешь кассеты, делаешь зикр, читаешь суру Бакара. А посидеть вот так реально перед Всевышним Аллахом... До меня он добирается на машине полчаса или час. Некоторые приезжают издалека. Да, это причина. Но перед Всевышним Аллахом я должен совершать намного больше этого. Ты должен выстаивать ночи в уединении только лишь со Всевышним Аллахом. Это то, что я хотел рассказать о вероубеждении пациента-мусульманина. И все это очень важно понимать каждому больному. Также к вероубеждению мусульманина относится другой вопрос, который тоже относится к процессу лечения. Это очень важный вопрос, и это недовольство решением Всевышнего Аллаха. Плохие домыслы о Всевышнем Аллахе и плохие домыслы об Аллахе чаще всего допускают лицемеры. Об этом сказано в суре Аль-Ахзаб и во многих других аятах Корана. Верующий же говорит: это то, что нам обещал Аллах, испытания, трудности, проблемы, и таким образом он поднимается по уровню в раю. Верующий поступает таким образом, когда его постигают трудности, он начинает искать проблему в себе. И я заметил, что большое количество тех, кто связывает себя с рукией, кто бегают по чтецам руки, что большинство из них, и это действительно большинство, да, есть часть, которые, маша Аллах, всегда полагаются на Аллаха, и чтецов воспринимают только лишь как причину, но большинство больных проявляют недовольство. И некоторые из них приходят к чтецу лечиться, а потом выходят и говорят: «Ну что, все? Не выходит? Результата нет?» И начинает ругать чтеца. Сколько раз это случалось со мной и другими чтецами. Ты приходишь к чтецу, и потом мы слышим от тебя и от твоих родных то, что слышим от тех, кто борется с рукией. Вы торгуете воображаемыми вещами. Вы занимаетесь одурачиванием людей. Вы обманываете людей. Делаете то-то, не делаете то-то. Мы же отвечаем: а разве исцеление в руках чтеца руки? И если больной приходит к чтецу, думая, что он исцеляет, то это проблема вероубеждения. Вы должны идти к чтецу только потому, что он причина. Говорите: «О Господь, я иду к нему только потому, что он является причиной, а результат от тебя, поэтому прошу тебя исцелить меня». Если исцеление не пришло, это не вина чтеца. Только если этот чтец сам является грешником, начал заниматься рукой, не будучи праведником, или же он не уделил достаточно внимания больному, как некоторые, которые просто одним взглядом оценивают ситуацию. У тебя болезнь не запущена и все такое. Тогда я скажу «да». Так ведут себя большинство тех, кто ходит по чтецам. И вы сами этому свидетели. Он идет полон надежд на исцеление, и если не вылечивается, и у второго не вылечивается, что он будет говорить после этого о чтецах руки? Большинство из них говорят: «О шейх, я был у многих и многих чтецов, но так и не вылечился. Все деньги я истратил впустую. Время потерял просто так. Я прослушал все кассеты с руками. Я читал суру Бакара 40 дней, 50, 2 месяца, 7 раз, 3 раза. Даже от слов Аллаха не получил пользу. А проблема в вероубеждении мусульманина, которую следует выявить и исправить. Еще одна вещь в вероубеждении мусульманина, а это то, что он может сдаться
и пойти к колдуну или колдунье. Некоторые могут не ходить сами, а позвонить по телефону. Мол, там один, у которого я только спрошу. И ему отвечают: «У тебя сихар, и я могу это из тебя вывести. Но ты должен приехать ко мне и сделать то-то или то-то». А некоторые могут даже ездить за границу и там ходить на визит к этим колдунам. И если не получится, потом пойти к чицу руки за рукой. Сколько же мы видели подобных случаев? Поэтому я всегда спрашиваю пациента: не читайте им просто рукью. Нет, давай, садись. Ты ходил к чицам? Да, ходил. А к кому-то другому? Молчит. Скажи честно. Да, говорит: знаете, шейх, я ходил к одному. Мне сказали, что он чтец, но он сделал то-то. Я отвечаю: это колдун. А мой родственник взял мою рубашку, или, например, головной убор, и отослал ее в другую страну. И оттуда пришел ответ, что я поражен сихром. Я отвечаю: ты был у колдунов. Ты отослал свою одежду колдунам. Ты брал консультации у колдунов. И даже те вещи, которыми ты себя окуривал, ты их взял у колдунов. И все, что ты на себя повесил в качестве оберегов, после всего этого ты приходишь за рукой. Я отвечу тебе вначале: исправь свое вероубеждение. А некоторые выходят от тебя и направляются к колдуну. Так однажды случилось со мной. Вышел от меня и пошел к колдуну. И некоторые братья, которые сотрудничают со мной из других стран, рассказывают мне подобные истории. Поэтому я говорю, что здесь проблема в вере человека. Один из нас спросил у одной семьи, и они сказали: после того, как мы долго ходили к тебе и не увидели результата у тебя, мы были вынуждены отправиться к колдуну. И опять же, колдун не помог, и они опять вернулись к этому брату. Я же говорю: на подобных людей не тратьте время. Итак, вероубеждение пациента-мусульманина играет важную роль. А некоторые ходят к тем, кто сотрудничает с джиннами-мусульманами, как они об этом заявляют. И когда он приходит, он начинает ему говорить, что в тебе то-то, и мои друзья сказали мне, что с тобой то-то, и каждый день слышит от него подобные рассказы. И здесь он уже попадает под положение тех, кто ходит к прорицателям, которые что-то предсказывают. Один раз сбывается, а 20 раз нет. И он начинает испытывать привязанность к этому человеку. А некоторые из них занимаются разными вещами, относящимися к многобожию, такие как разные древние ритуалы возле могил. Он якобы мусульманин, да и намаз читает. У него вероубеждение единобожника, но говорит, что ему сказали, что вылечиться можно только таким способом, или же тем, что получило распространение в наше время, что называется энергетикой, которая является ширком. Вешание на себя разных драгоценных камней, когда говорят, что тот или иной камень защищает от того-то. Или надевание на плечи каких-то определенных магнетических вещей. Использование различных камней, с которыми следует сидеть в определенной позе, наподобие индуистов или буддистов, собирая таким образом энергию и используя ее в лечении. Все эти вещи не вызывают никакого довольства Всевышнего Аллаха. И если бы человек вместо этих занятий и движений встал на молитву и провел побольше времени в суджуде, это было бы куда лучше всего этого. Это небольшая лекция, мои дорогие, о том, что пациент-мусульманин должен проверять свои убеждения, и о том, как лечиться путем, которым доволен Всевышний Аллах, чтобы посредством этого получить исцеление. Прошу Всевышнего Аллаха сделать в этой небольшой лекции пользу. Конечно, это только наставление, а вы сам и вы сама после этого должны проверять себя и возвращаться к правильному вероубеждению. И если я стану все эти вещи разъяснять, потребуется делать уроки по единобожию, уроки по фикху, по хадисам пророка, мир ему и благословение Аллаха, и по тафсиру аятов, но на подобных кратких лекциях времени для всего этого недостаточно. Однако мусульманин сам должен следить за тем, во что он верит. Если вы нашли у себя недовольство, открывайте и читайте про недовольство. У вас суеверие? Читайте про суеверие. Случается, что больной проходит лечение, но при этом он верит в суеверие. Увидел черную кошку перед собой и разочаровался. Сегодня никуда не пойду, вернусь домой. Все эти вещи наша религия отрицает. Прошу Всевышнего Аллаха сделать эту лекцию достаточной и дать через нее правильное наставление всем, кто в нем нуждается. А кто желает большего, пусть ищет в книге Аллаха и в сунне его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Урок 4. Знание и осведомленность пациента. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Это наша 4-я встреча из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Урок называется «Знание и осведомленность пациента о поражении джиннами и других заболеваний». Если мы спросим вас, дорогие братья и дорогие сестры, что вы знаете о насморке? Все знают, что такое насморк, что такое сопли, что такое грипп.
Что такое повышенная температура? Что происходит при поднятой температуре у детей? И что происходит при поднятой температуре у взрослых? Как нужно действовать при жаре, при кашле? Что делать, из-за чего появляется? Как лечить? И все подобное. Но если мы спросим вас о поражениях джиннами, окажется, что мы ничего не знаем. Заболевания почек и их симптомы, возможно, многие их знают. Головные боли и что их вызывает, многие знают. Многие знают, какие травы надо использовать и какие лекарства надо купить в аптеке. Одно лекарство, второе, и если нет этого, то третье, а затем четвертое. Или нужно принять это с этим, и будет тот же эффект. То есть люди в этих вещах и в этих болезнях начали разбираться. Значит, пациенты должны также разбираться и в болезнях, вызываемых поражением джиннами. Что это за болезни? Например, поражение с глазом, поражение сихром, поражение одержимостью. Сюда входит также все, что поражает дух человека, то есть психические заболевания, потому что они влияют на состояние духа больного. Как нам узнать о них больше? Это и есть цель урока. В Ютубе много роликов про это. Есть про это книги. Есть передачи по телевизору, но уровень знания бывает разный. И некоторые начали смотреть некоторых личностей, которые появились в Ютубе в образе чтецов руки или знатоков руки. И возможно, что вначале у них все шло правильно, и они набирали большое количество подписчиков. Но со временем становилось видно, что он допускает ошибки и даже совершает их сознательно, делает совершенно безосновательные вещи, или ссылается на выдуманные ложные хадисы, или приводит непонятно откуда взятые трактовки аятов, а некоторые известные из них даже трактуют аяты просто как самим захочется. Вещи, о которых до них не говорил никто и которых нет в книгах по тафсиру. И поскольку у них много подписчиков, люди стали считать его правым во всем. И, конечно, параллельно с больными работает и шайтан, поэтому я говорю каждому больному: вы все должны оценивать через призму Курана и Сунны, и не обольщаться увиденным. Шейх Улислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, был спрошен по поводу караматов и о том, что кто-то иногда ходит по воде или что-то подобное. И он ответил: если вы увидите, как кто-то летит по воздуху или идет по воде, он сразу шарлатан? Нет. Оцените его сквозь призму правильных убеждений. И если его вероубеждение окажется правильным и без ширка, то мы признаем, что это карамат. И караматы никто не вправе отрицать. Но если его методы противоречат правильному убеждению, и он совершает ширк, то знай, что эти вещи с ним проделывают шайтаны. Поэтому человека, который выступает по телевизору, или на канале в Ютубе, или написал книгу, или сделал что-то еще, мы должны всегда оценивать сквозь призму шариата. И если его слова с ним совпадают, мы их принимаем, а если они не совпадают с шариатом, не принимаем. Наши великие имамы, Абу Ханифа, имам Малик, Шафия, имам Ахмед, от всех из них мы принимаем, но что-то оставляем. И некоторые из них сказали: если вы увидите, что мои слова противоречат словам пророка, да будет доволен им Аллах, то бросьте мои слова об стену. И когда мы видим подобных личностей и хотим возразить им по одному из вопросов, его подписчики говорят: ты просто завидуешь. Нет, это не так. Оцените их через призму Курана и Сунны, чтобы узнать, кто этот человек, которого вы слушаете, и что он говорит. И поэтому получается, что вы, мои дорогие, учитесь у них правильным вещам и учитесь также и неправильным. Это правильно, что человек должен разъяснять, что бывают разные виды джиннов, есть разные степени, есть ифриты, есть короли джиннов, есть летающие, есть прочие. Но это не следует так раздувать. И тем более дурачить людей. И говорить, этот вид джиннов создан из того-то. Сейчас он вам расскажет и ставит название ролика, чтобы набрать подписчиков, и начинает им рассказывать вещи, которые больше похожи на художественные фильмы. И потом больной пишет. Так и пишет в электронном письме: «Шейх, во мне сидит 3 короля джиннов, и с каждым из них войско из иблисообразных.
Кто такие иблисообразные? Один говорит, это дети большого иблиса, а другой говорит еще что-то. Откуда ты это взял? Он отвечает, я это знаю. Я у тебя спрашиваю только, как лечиться. Как будто он говорит тебе, не философствуй со мной, шейх. Будто я знаю того, чего не знаешь ты. И такое мне пациенты присылают довольно часто. Шейх, я начал с ними разговаривать и понял, кто они такие. И я понял, кто из них причинял мне вред. То есть ты теперь веришь шайтанам? Он говорит, нет, я сделал по указаниям одного из лекарей. И кто же он? Такой-то. Открываешь и видишь, что он колдун. И поэтому я повторяю, что информация больного по вопросам поражения джиннами должна проистекать из книги Аллаха, из сунны и из слов ученых, разъясняющих эти вопросы, и из слов, заслуживающих доверия чтецов, которые следуют Корану и Сунне. Но сколько тех, кто говорит, я следую Корану и Сунне, а у самого завал, просто завал, подобных вопросов. А простой народ этого не видит. И мне тяжело возражать каждому из них, ведь тогда я должен оставить свою работу с людьми, чтобы опровергать одного или второго. Все их поразительные россказни. Итак, мои дорогие, я хочу сказать, что каждый должен исправлять тот путь, по которому он идет в поисках знаний о поражениях джиннами, об их видах, например, о сглазе, какие у него симптомы, и означают ли эти симптомы, просто пример вам. Один говорит, что у него поражение с глазом, потому что он зевает. И все, ну да. И кто тебе сказал? Прочитал в интернете. Слышал, как один сказал, что это признак сглаза. Да, это признак сглаза. Замедленные движения — признак сглаза. Неестественно высокая или низкая температура тоже может быть, но нельзя взять отдельные симптомы и сказать, что это от сглаза или зависти. Если, например, имеет место быть сразу 5 симптомов с другими вещами и определенные сны, я об этом уже рассказывал. Плюс спрашиваем больного, что еще с ним происходит. И когда все эти симптомы и признаки собираются с нескольких сторон, после этого можно сказать, что это указывает на сглаз. И я считаю, что поражение имеет место быть, особенно после чтения руки. А брать просто так человека и говорить ему просто так, наугад, у тебя проблемы с памятью, значит ты поражен глазом. Нет, все мы что-то забываем. Это опорачивает рукью и чтецов шариатской руки, которые следуют книге Аллаха и сунне пророка, мир ему и благословение Аллаха. Мы не хотим, чтобы люди стали смеяться над этим занятием. Итак, это надо исправлять. И исправлять это надо путем оставления подобных людей. Сколько же людей попались в руки к подобным личностям, которые являются колдунами или сотрудничают с джиннами, кафирами, мусульманами или еще кем-то. Я не отрицаю, что некоторые из них являются праведниками, хотя они попали в фитну сотрудничества с джиннами-мусульманами, и это ошибка. И я повторяю, что это ошибка. И если кто-то этим занимается, пусть свяжется со мной по почте, не через YouTube. Пусть напишет и расскажет, сколько лет он таким образом лечит людей, и я расскажу, почему это ошибка, и пошлю к нему людей, которые пояснят ему, где его ошибка. Поэтому я повторяю каждому больному, вы должны брать, должны учиться из достоверных источников, и в первую очередь должны сторониться всего, что как-то связано с сихром. Сторониться тех, кто говорит, я вас научу, я вас просвещу, хотя он не чтец и неизвестен среди чтецов. Или того, который берет и что-то копирует. То есть он только повторяет за другими, не обращайте внимания. Или переспрашивайте о всем, что вы узнаете, у знающих и опытных людей. Иногда меня спрашивают, это правда? Я отвечаю нет. Иногда спрашивают, это так? Я говорю да. Но от кого ты это взял? Если он один из колдунов, то тогда нет. Потому что некоторые так поступают. Одни даже взяли дизайн моей страницы, загрузили и заполнили своими словами, колдовством. И это не моя страница. Поэтому, мои дорогие, я говорю каждому больному и всем больным вместе. И особенно живущим на Западе, которым все предоставляется в переводах плохого качества, к сожалению. И мы бы хотели, чтобы до них дошел перевод того, что человек должен заново и заново возвращаться к тому, что сказано в Коране и Сунне, и в достойных доверия источниках.
Потому что некоторые думают, что почитают то, попробуют это, почитают эту суру и узнают вместо сихра и еще что-то. Эти вещи взяты из книг по колдовству. И все это отвергается, как и слова тех, кто не следует пути Ахлю Сунна валь Джамаа. Прошу Аллаха сделать эту лекцию достаточной в том, чтобы дать понять пациенту, как он должен получать информацию о поражениях джиннами. Кроме этого, пациент должен обращаться и к традиционной медицине. Что говорят врачи в его случае? Спрашивайте и о других случаях. Интересуйтесь, что говорят врачи, например, о шизофрении. И сравнивайте с тем, что об этом случае говорит настоящий чтец руки. А не приходите говорить, что этот джин немой, этот кривой, а этот слепой. И все так просто. Да, такое случается, и у некоторых больных это именно так, но не во всех случаях. Я ограничусь этим. А дальше вы должны просвещаться сам, или вы сама, в этой теме, и понимать, как вы должны подбирать информацию и выбирать из нее только правильную, которая не имеет отношения к ширку и не имеет отношения к словам колдунов и тем, кто разговаривает о скрытом мире от себя. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Урок 5. Сила воли и вера пациента. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Это наша 5-я встреча из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Урок называется «Воля и сила веры мусульманина в борьбе с заболеванием». Это две взаимосвязанные вещи, которые требуются от больного. Сила воли и сила веры. И в большинстве случаев заболеваний, как и обычных, так и душевных, мы замечали, что у пораженных джиннами, с глазом или сихром, и в особенности пораженных одержимостью и сихром, конечно, в зависимости от силы или слабости поражения, мы замечали у больного недостаток в обоих или в одной из этих вещей. Иногда у больного есть сила веры, но нет силы воли. И я уже приводил пример подобному случаю. Давайте еще раз вспомним такой пример. Итак, из истории мы знаем, что сподвижники в битве при Ухуде, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упал в ту яму, которую приготовили для него, то сподвижники вокруг начали его искать, потому что не видели его. И некоторые из них стали говорить: «Пророк умер, пророк убит или ранен». И эта весть распространилась с большой скоростью. Услышав это, они подумали, что он умер, потому что никто его не видел. Некоторые бросили мечи и сели. Другие же сказали: «Мы умрем за то, за что умер и он. Умрем за то, за что погиб посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». То есть у них была сила воли. А у первых тоже сила воли, но именно в этой ситуации, когда пророк пропал, упал на землю, погиб, тут их постигла слабость воли. Хорошо, что если бы те сподвижники, которые сказали «будем продолжать», поступили так же, как поступили первые, и бросили мечи? К чему бы это привело? Это привело бы к поражению. Но они собрали в себе всю силу воли и исполнили с решимостью, потому что им была важна сама эта религия. Они знали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не будет жить с ними вечно, и что они стараются ради этой религии. И тогда они исполнили с решимости и силой воли. И, альхамдулиллах, после они увидели, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, жив, что он не погиб, и продолжили эту битву. Хотя сподвижники — лучшие люди после пророков. И Всевышний Аллах знал еще до сотворения мира, что эти люди будут сподвижниками пророка, мир ему и благословение Аллаха, будут обрадованы раем, будут лучшими людьми, самыми великими людьми, выстаивающими молитвы, постящимися, богобоязненными. Большинство прекрасных качеств в них было. И несмотря на это, без силы воли они чуть не проиграли битву.
Поэтому у верующего и у пациента обязательно должна быть сила воли. Кто-то может сказать, она у меня есть, но когда его поражает болезнь, я хочу обратить на это внимание. Когда он заболевает, его сила воли слабеет. Сила воли больного может ослабеть. Каким образом? Представьте сильного человека. Если его поразит сглаз по причине силы или храбрости, он станет боязливым. И я уже рассказывал истории с подобными случаями. Человек говорит, я известен своей храбростью. И про него все говорят, что он ничего и никого не боится. Его поражает сглаз по этой причине, и он становится таким, что даже спать не может, если свет в комнате выключен. Не может остаться дома, если его жена вышла из дома, то есть боится остаться один в доме. Его охватывает страх и ужас. Он ходил к психиатру, и ему сказали, что это психическое расстройство. У тебя просто расстройство, тебя мучают страхи, я дам тебе какие-то таблетки и успокоительное. Это не решение. Это только временно, но это не решение. В то же время, если он знает, что это сглаз, то он меняет свое отношение к болезни и начинает ходить на руку и так далее. И я повторю, что сила воли больного может стать слабой. Больной должен ее поднимать. Меня коснулась эта болезнь, сглаз, сихр, шайтаны и так далее. В доме происходит что-то странное. В этом случае я говорю, что силу воли следует поднимать. Вера. Что такое вера? Это подтверждение. Всевышний испытал меня этой болезнью. Во что я должен верить? Я всегда привожу этот маленький пример, мои дорогие, и это правда. Когда Всевышний не спосылает испытания, Он всегда не спосылает что-то из причин, помогающих бороться с этим испытанием. И как же обрести эту помощь? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тому, кто будет стараться быть терпеливым, Аллах даст терпение, а тому, кто не терпит, Аллах терпения не даст». И поэтому я заметил, что большинство тех, кто ходит к чецам, большинство пораженных, или давайте оставим пораженных, даже простые больные, большинство посетителей больниц, большая часть из них, если вы начнете спрашивать, на что он в действительности жалуется, вы увидите, что многие люди сидят дома с болячками более серьезными, чем у них. Но он идет в больницу с такими жалобами, как небольшая боль в плече, побаливает плечо. Врач может ответить, что с собой все в порядке, или все анализы отрицательные, возвращайся домой, или же даст ему болеутоляющее. И он может использовать эти таблетки, а может проявить терпение. Поэтому, мои дорогие, с этими двумя вещами проблемы у большинства пациентов. И если у кого-то нет проблем, то у второго обязательно есть. И в некоторых случаях его сила воли может быть сильной, а вера слабой. И в этом случае тот, у кого воля сильна, может преодолеть поражение. Например, к нам иногда приходят люди, скажем так, грешные, бесстыдные. Я действительно знаю, о чем я говорю. Иногда приходит человек и говорит, что он не читает намаз, что он далек от Аллаха. Но меня дергает шайтан. Я говорю, у тебя сильное сердце? Он отвечает, скажи, что мне делать? Я говорю, скажи, прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана и больше не обращаю внимания. Некоторые приходят и говорят, что сделали, как я им сказал. Один даже взял что-то в руку и бросил в того, кто перед ним появлялся. Один рассказывал, что у него открывались и закрывались двери в комнате, и он накричал. То есть он крикнул шайтану: «Пошел вон отсюда!» Как будто бы он ничто. И после этого, как он говорит, все прекратилось. Это не наущение, это реально случившиеся вещи. И даже без веры, да, может уйти и без веры. Или с верой, но без силы воли, тоже может уйти по воле Аллаха. Но в особо тяжелых случаях, в самые трудные моменты, требуется сила воли и сильная вера. Как одно с другим связано? Сила воли в основном не будет сильна, если вера будет слаба. Потому что на нас производится давление со стороны шайтанов. Но вы терпите и говорите себе, что должны это выдержать. Вы должны вытерпеть, иначе как только вы ослабнете, они надавят еще сильнее. И терпеть приходится вред, приносимый телу, а также и приносимый духу. Это такие вещи, которые переживает больной, как страх и тому подобное. Почему? Потому что Аллах пожелал вас испытать этой болезнью.
И я наделен терпением, при помощи которого я должен с этим бороться. И я должен просить Всевышнего Аллаха, будучи уверенным, что Всевышний Аллах даст мне одержать верх. И когда человек смотрит в слова Всевышнего Аллаха, говорящие о терпении, число которых достигает около 100 аятов, он понимает, что победа приходит с терпением. В Коране сказано: «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни, они переживали такие потрясения». И сам себе говорит: «Меня еще не постигло такое потрясение. Со мной еще не произошло ничего из того, что произошло со сподвижниками». И даже когда сподвижников все это постигало, и даже когда они видели, что им приходилось терпеть во время всех этих битв, они все еще продолжали быть уверенными в помощи от Всевышнего Аллаха, даже если и через время. Это то, о чем я хотел сделать напоминание в этой лекции. Поэтому обрати внимание, дорогой брат, и обрати внимание, дорогая сестра. Положите себя на эти весы, на весы веры. Сила веры, уверенность в том, что Всевышний Аллах пожелал испытать вас этой болезнью, поэтому от вас требуется терпение. И в том, что Всевышний Аллах не испытал вас ничем, с чем бы вы не могли бороться. У вас есть терпение, и вам нужно его применить, чтобы победить эту болезнь с позволения Всевышнего Аллаха. Вы также должны твердо верить в предопределение со всем добром и злом, и знать, что оно от Аллаха. Он тот, кто заставляет смеяться и плакать. Он тот, кто вас испытывает и кто вас исцеляет. Значит, вы сейчас проходите проверку и должны сделать все возможное, чтобы получить в конце отличный результат. Я должен смотреть не на болезнь, а на того, кто меня испытал, и кто сейчас смотрит на меня, чтобы увидеть, как я реагирую. В эти вопросы входят многие вещи, и также сила моей воли. Моя воля должна быть сильнее воли этих шайтанов. Но когда? Козни шайтана слабы. То есть его воля слаба, он не может причинить тебе вред. Тогда почему они берут надо мной верх? Потому что моя воля слаба. И когда моя воля станет сильной, я стану терпеть ими причиняемый вред, не обращая на него внимания. Почему? Потому что я читаю Коран, и теперь он начинает страдать и сгорать по велению Всевышнего Аллаха. Итак, моя воля должна быть сильной. Тоже сказал Аллах: те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тагута. Посему сражайтесь с помощниками шайтана. Воистину, козни шайтана слабы. А не так, что козни шайтана слабы, поэтому я не буду ничего предпринимать. Так делать неправильно. Больной должен иметь обе вещи вместе. И тогда он увидит результат с позволения Всевышнего Аллаха. На этом я остановлюсь. А вы должны дальше изучать эти вопросы сами. И вы найдете много статей на эту тему. Человек должен изучать, читать и исследовать. О вере, о возложении надежд на Аллаха. Муса, мир ему, стал на берегу моря, а его народ ответил ему: нас настигнут, точно так же, как мы это слышим сегодня. Посмотрите, шайтаны выбили дверь, бросили то-то, появились, сделали то, не сделали это. Мы отвечаем: нет, со мной мой Господь, и Он меня поведет. Не обращайте ни на что внимания, ведь вы следуете прямому пути. И на этом мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Урок 6. Знание о процессе лечения. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Сегодня мы с вами проведем 6-й урок из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Урок называется «Знание пациента о шариатских постановлениях, касающихся процесса лечения». Так что же это значит? Это значит, что многие пациенты не имеют знаний о правилах, касающихся процесса лечения. Как я уже указывал, некоторые из них ходят к колдунам, к астрологам, которые смотрят на его знак зодиака, звонят людям, выступающим на телеканалах, которые заявляют о знании причины вашей болезни. Некоторые ходят к тем, кто рассказывает про энергию или чакры, про драгоценные камни, браслеты и многие другие вещи. Поэтому больной должен знать многие вещи перед началом лечения, и эти уроки как раз для больных. Он должен знать.
И тот, кто еще не начал, должен учиться перед тем, как он начнет. Учиться нужно, во-первых. Представьте, что кто-то захотел купить, например, алмаз. Обычный алмаз. Разве он пойдет и заплатит 100 тысяч, 200 тысяч просто кому попало? Неважно сколько. Или же он пойдет и спросит, как распознать настоящий алмаз, кто занимается продажей настоящих алмазов, кто сможет ему дать гарантию и так далее. Он обязательно будет спрашивать обо всем, и особенно, если цена за него очень большая. Хорошо, а если цена — это твое единобожие, о раб Аллаха, и твое единобожие, о раба Аллаха, мы продадим его дешево? Пойдем к первому попавшемуся чтецу? И поэтому я предостерегаю больных и тех, кто меня смотрит в Ютубе, что я не одобряю комментарии, пока их не прочитаю. Потому что иногда кто-то пишет, например, «Да воздаст вам Аллах благом, шейх Халид, например, за это видео, я чтец по имени такой-то», и оставляет свой номер телефона. И сразу же появляются люди, которые спрашивают, где ты, в каком городе, я хочу у тебя лечиться. Вы хоть узнали, кто он? Или же просто потому, что он сказал «Да воздаст вам Аллах благом, шейх Халид», он стал чтецом руки? И когда я зашел на каналы некоторых из них в Ютубе, увидел там завал. Некоторые из них рухании, а другие колдуны. А некоторые пишут, что знают женщину, которая читает рукью, она отлично лечит, и я могу дать вам ее номер. Тут же двое-трое спрашивают, где она, мне срочно нужно, со мной происходит то-то и то-то. Все это неправильный путь в лечении, и это приводит к большим проблемам. Поэтому, дорогие мои, знание шариатских постановлений — это важно. Я уже объяснял по поводу визитов к колдунам. Шариатское постановление гласит, к колдунам нельзя ходить ни при каких обстоятельствах. Некоторые говорят, а если необходимость? Это пророк, мир ему благословение Аллаха, научил ходить при необходимости? Нет. Сподвижники разрешили при необходимости? Нет. Да, это есть в некоторых переданных мнениях, но нашим учителем является посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который пояснил положение колдуна и его наказание. И он запретил сподвижникам ходить к ним, к прорицателям, к ясновидящим, и пояснил их положение в исламе. Итак, пациент обязан знать эти вещи и знать о наказании Всевышнего Аллаха, потому что на этапах лечения больной проходит разные этапы лечения и видит, например, что он не поправился, как ожидалось, или не вылечился. И тогда к нему приходит шайтан или даже кто-то из его родственников. Это может быть его мать, может быть его отец, может быть его братья, может и лучшие друзья. И они начинают наущать ему. Это наущение людей, помимо наущений шайтанов. Послушай, сходи к этому человеку, колдуну. Конечно, он не называет его колдуном. Он говорит, что он, например, знает, а эти чтецы руки не знают. Ты должен идти к специалисту. Он снимает с тебя сихар прямо на месте. Сразу снимает сихар с позволения Аллаха. Если спросишь, колдун, не скажет правду, ответит, да нет, не колдун, просто одаренный Аллахом человек. И этот больной идет, не задумываясь. Нет, так поступать нельзя. Я должен знать методы того, к кому я иду. Его имя. Недостаточно просто знать его отчество. И некоторые могут связываться с ними по телефону или по скайпу. Почему? Потому что этот человек написал, например, «Я лечу ради Аллаха. Не жду от вас ничего». И этот больной начинает думать, что это самый праведный человек, что этот человек искренен. Так вот, это неправильно. Именно таким образом многие больные были обмануты и попались в руки к колдунам, которые их использовали. И даже если не использовали их самих, использовали их религию и веру. И они стали бегать за колдунами и теми, кто лечит нешариатским путем. Итак, человек обязан учиться. Он должен узнавать, например, о том, что такое обереги, почему они запрещены и кто их считает дозволенными. И чем эти вещи отличаются, и почему ученые запретили вешать на себя аяты Корана? Почему?
потому что это приводит к запретному, и он должен знакомиться с фатвами ученых Ахлю Сунна, и не принимать первое попавшееся мнение. А если он считает, что какой-то браслет защищает от определенных вещей, то тут он уже обязан изучать единобожие. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел к одному из подвижников и увидел у него медный обруч, он спросил, это от чего? Он ответил, от усталости. Тогда он сказал, сними его, потому что он только увеличивает твою усталость. Он должен смотреть в книги по единобожию. Должен изучать вопросы гадания по звездам, колдовства, ясновидения. Кто еще входит к ним в одну категорию? Те, кто читают погуще. Все это является ложью. Также и те, кто занимаются хиромантией. И в наше время появились такие, которые читают по спине человека. Приходит пациентка, и он ее поворачивает спиной и начинает считывать со спины. Говорит, например, что у тебя та или иная болезнь. И некоторые из них говорят, что требуется оголить тело пациента, чтобы увидеть некоторые симптомы. И такое случалось. Такое сделал человек, который говорил, что он якобы чтец шариатской руки. Поэтому, братья, не следует путать и сравнивать с каждым, кто начал лечить, и люди сказали, посмотрите, что сделал этот чтец. Один отец мне рассказал историю, которая произошла с его 19-летней дочерью. Они пошли к такому человеку, он ей почитал и сказал, что ему надо посмотреть на ее тело, чтобы увидеть на нем определенные симптомы. Клянусь Аллахом, он сказал, что она разделась до бюстгальтера и трусов. И ответил ему, ты дурак, глупец. Он оправдывался, мол, это же лечение, так же, как мы ходим к врачу, он же тоже врач. И я ответил, нет, брат, это преступник. Тот, кто так поступает, тот преступник. Другой сделал еще хуже, и хвала Аллаху, на него написали заявление. Прошу Всевышнего Аллаха помочь остановить подобных личностей и тех, кто не имеет отношения к шариатской руке. Поэтому, мои дорогие, человек должен изучать шариатские положения, касающиеся руки. И когда человек будет знать эти постановления, такие как, например, запрет лечиться алкоголем, запрет употребления свинины и тому подобное, и что нельзя ходить к колдунам, вешать на шею камушки, носить какие-то перстни, веря, что они оберегают от сглаза и подобные вещи, и вещь, чья польза в определенных случаях достоверно подтверждена, и о дозволенности которой были даны фетвы, человек может использовать в дозволенном лечении, даже если есть разногласия среди ученых. Если ученые Ахлю Сунна валь Джамаа скажут, например, один из них скажет, что окуривать травами в случае сглаза нельзя, а другой скажет, что в этом нет проблем, если подтверждено, что это приносит пользу. Мы же говорим, обе эти фатвы дали ученые Ахлю Сунна валь Джамаа. И какой бы фатве из них человек не последовал, он не будет заслуживать порицания. Но нельзя брать фатву совершенно неизвестного человека и говорить, да, это дозволено. Например, разногласия в том, можно ли писать аяты и смывать их водой. Некоторые ученые сказали, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, так не делал, поэтому и мы не будем. Другие же сказали, что раз это не запрещено, это можно использовать в лечении. Поэтому, если вы так поступаете, в этом нет проблем. Так человек учится, что именно сказали одни ученые по этому вопросу, и что сказали другие по этому же вопросу. Можно следовать одному мнению или другому, но не порицать своих братьев. Нельзя осуждать своих братьев или считать их последователями нововведений, считать их грешниками или вообще приравнивать их к многобожникам или к колдунам. И некоторые люди почти дерутся по таким вопросам и говорят, что достаточно того, что есть в хадисах. Однако в этом вопросе на самом деле следует смотреть шире, но ставить рамки. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, нет проблем в рукьях, если в них нет ширка, пока человек не совершает тем самым ширк. Также нельзя уподобляться колдунам, но это не относится ко всем вопросам. Например, колдуны тоже иногда окуривают помещения наилучшими благовониями. Разве следует считать эти благовония запретными из-за того, что их используют колдуны? Они также используют сандал, используют миск, используют розовую воду, используют шафран и другие вещи. Надо ли нам считать эти вещи запретными только лишь потому, что они их используют? Это запрещено из-за бурчания и непонятных слов, а также из-за ритуалов, которые они совершают, и из-за их контактов с джиннами. Поэтому ничего из этих вещей мы не признаем. И даже вода Замзам. Если придет колдун и скажет вам взять у него воду Замзам, вы не должны брать.
Или скажет взять у него мед, не берите его. Или скажет, что дарит вам Коран, который вы должны поставить у себя дома, не берите. Так это же слова Аллаха. Все равно. Почему? Потому что мы находили Кораны, в которые вкладывали сихр, окрашивали кровью и даже писали пентаграммы на определенных аятах. Это и есть разница между этими вещами. Поэтому знание больным нужных шариатских постановлений очень важно. Если только больной не пойдет к чтецу руки из Ахлю Сунна, который в своем лечении опирается на фатвы ученых. Даже если он следует другой фатве, не той, которой следуют другие, считающие что-то запретным, он все равно следует фатве. То есть он в любом случае следует фатве, и в этом нет проблем. Кроме тех случаев, когда существует шариатский запрет использовать именно этот метод, то тогда мы должны от него отказываться. Тогда мы должны соблюдать пределы дозволенного и не прибегать к сомнительным вещам. Итак, в таких случаях больной может идти к чтецу шариатской руки, потому что у него есть понимание, он боится Аллаха, он имеет знания, и, следовательно, у него можно проходить лечение. Больной может перенимать у него его опыт и узнавать от него шариатские постановления. А также хочу напомнить нашим больным братьям и сестрам о том, что некоторые иногда порицают чтеца руки за определенные вещи, такие как те, о которых мы только что рассказывали, лечение окуриванием и подобные вещи. И они говорят, например, почему вы окуриваете? Не надо, ведь есть фатва ученого о том, что это недозволено. Тогда мы можем сказать, что у этого же ученого на его официальном сайте до сих пор выставлена фатва в письменном виде и записи о том, что в этом нет проблем. Они отвечают, мы не знаем, но я-то знаю, например, потому что я смотрел и одни фатвы, и другие, и я знаю шариатское постановление. Значит, перед тем, как пациент станет порицать чтеца, он должен узнать, на что чтец опирается в своем мнении. Конечно, кроме тех случаев, когда чтец сам является последователем заблудших течений. Или тогда, когда чтец занимается обманом людей и ставит разные обманчивые названия для своих роликов с целью ввести в заблуждение. В таких случаях человек должен быть честен с самим собой и обязан сам узнавать шариатские постановления, касающиеся нашей темы. Но что же делают некоторые пациенты? Я их спрашиваю, что ты делал? Он отвечает, шейх, я прочитал определенный зикр 1260 раз. Или прочитал определенный аят 3070 раз. Кто сказал тебе так сделать? Одна женщина так сказала моей жене. Или одна женщина мне сказала, что надо так сделать. Или велела прочитать определенный намаз. Или встань ночью и прочитай намаз один раз по Кибле, другой раз по направлению к Иерусалиму. И скажи, о Господь, который повелел совершать намаз в два направления. Откуда вы взяли эти слова и эти ритуалы, которые не имеют никакого отношения к исламу? Отвечают, нам так сказали. Или кто-то пришел с книгой, и я прочел в ней. Как называется книга? Он говорит, называлась «Солнце познаний». Там было много умных вещей. Это книга по сихру. Многие больные не отличают ничего из книг, дуа или зикров, которые попадают к ним в руки. А некоторые видят подобные вещи по телевизору. Там внизу полоска, и по ней идет надпись «Кто скажет то-то и то-то, исцелится от такой-то болезни». Некоторые распространяют разные письма, например, «Если ты сделаешь такое-то дуа столько-то раз, Аллах тебя вылечит». И ты обязан переслать это письмо еще сотни людей, чтобы это принесло пользу. И если ты этого не сделаешь, тебя поразит такая-то болезнь. Я хочу вылечиться, а меня ждет другая болезнь. Значит, я к этому не буду иметь отношения. И некоторые распространяют ложь на пророка, мир ему и благословение Аллаха, и рассказывают выдуманные ложные хадисы. Следует проверять, можно ли поступать в соответствии с этим хадисом или нет. Также к шариатским постановлениям, которые человек должен узнавать, относится, например, то, что люди использовали раньше. Например, кто-то вешал лошадиную подкову, кто-то вешал перед дверью чеснок, кто-то клал собачьи фекалии, думая, что это защищает от сглаза. Некоторые вешают черный тмин и говорят, что он защищает от сглаза. Некоторые берут соль и вешают в чистом виде, думая, что это помогает от сглаза.
Да, можно, например, помыться водой с солью. Это освежает и придает силу телу. Можно положить соль в воду, затем прочитать над ней рукью и обрызгать ею углы комнат. А класть вещи просто так, например, тут поставлю оливковое масло, тут что-то еще, чтобы защищало. Вот это делать не надо. Вы должны узнавать шариатские постановления, чтобы знать, что делать нельзя. Кто вам это может сказать? Это либо ученый, либо чтец руки, который опирается на фатвы ученых. И если вы спросите, шейх, это можно? Он ответит, это можно, на это есть фатва такого-то ученого. А это нельзя, потому что это запрещено в шариате. Или же у ученых есть фатва о запрете на основании того, что это приводит к плохим последствиям. Я думаю, что больной должен это понимать. Некоторые спрашивают, а где же мне искать? Ищите в фатвах ученых. Сейчас у всех есть интернет. Если хотите узнать о вопросе больше, запишите в Google. Напишите, например, постановление об окуривании помещения. Увидите фатвы о запрете окуривания ради защиты от сглаза. Дозволено окуривать, если это только причина. Но не берите знания у первых встречных. Читайте, что говорят ученые, что говорят те и что говорят другие. Один запретил, другой дозволил. Почему? Ибн Баз и некоторые другие ученые постановили, что основой в лечении и использовании лекарств является полезный опыт. И если эта вещь в основе дозволена и не является наджасой, и человек не убежден в том, что это нечто больше, чем просто причина, то в таком случае человек может этой вещью пользоваться, если только у него не связаны с ней ложные убеждения. Также она не должна быть запретной сама по себе и не должна быть наджасой. Это может быть питьем из трав, может быть окуриванием или еще чем-то, что используют люди. Значит, я могу следовать этой фатве. Надеюсь, что тема вам стала ясна. Теперь вы сами должны искать и проверять те методы лечения, которым вы следовали до этого. Прошу Всевышнего Аллаха дать нам пользу в том, что мы услышали. Прошу дать благословение нам и вам, и прошу исцелить всех больных мусульман. Мир вам, милость Аллаха, Его благословения. Урок 7. Способность больного лечиться самому. Мир вам, милость Аллаха, Его благословения. Сегодня мы с вами проведем 7-й урок из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Урок называется «Способность больного лечиться самому». Многие люди, и даже ученые, и те, кто ищут недостатки чтецов руки, говорят, что больной должен сам себе читать рукью. Да, это так. Больной должен лечить себя сам. Да, в самой основе это так и есть. Но иногда ему в этом требуется помощь братьев, имеющих определенный опыт, которые могут его поддержать и помочь ему преодолеть болезнь. Но, как было об этом сказано ранее, есть пациенты, которые не могут лечиться сами, а есть такие, которые могут. Кто из пациентов не может лечить себя сам? Например, тот, кто лежит в реанимации, в интенсивной терапии. Такой человек не может сам себе читать рукью. Поэтому, когда мы говорим о руке и чтецах, нам говорят: оставьте людей. Ладно, мы их оставили. Кто будет читать этому пациенту? Его родственники. Хорошо, а если у него нет родственников? Тогда ему будут читать его близкие друзья. Хорошо, а если у него таких нет? Они не знают, что с ним произошло. Давайте приведем один пример. Человек отправился в поездку, упал и попал в больницу. Его семья не знает, что с ним произошло. Они просто оставят все это дело врачам. Так кто же знает, что с ним на самом деле? Это может сказать чтец руки. Когда ему будут читать руку его родственники? Тогда, когда у них будет представление о том, о чем мы говорим. Когда у них будет представление и знание об этом виде болезней. Когда они будут следовать словам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если человек придет к больному и скажет 7 раз: «Прошу великого Аллаха, обладателя великого трона, вылечить тебя», Аллах его вылечит. И как-то в одном из роликов я советовал, что было бы хорошо, если бы тогда, когда к больному приходили родственники, ведь когда они слышат, что кто-то попал в больницу, в реанимацию, они стоят у дверей. Каждый день там стоят 6, 7, 8 человек, а иногда и больше. Давайте посчитаем, сколько людей за неделю приходит к этому больному. Представим, что к нему приходит 100 или 150 человек.
Сколько из них сказали больному 7 раз: «Прошу великого Аллаха, обладателя великого трона, вылечить тебя». Ну, может быть, один и будет. Или сделал за него дуа, или прочитал ему рукью. Некоторые говорят, ему уже дочь читает, достаточно. Нет, недостаточно. Итак, такой человек не способен читать себе сам. Также и маленький ребенок, он тоже не может читать себе сам. Также человек психически нездоровый. Также и престарелый человек, который страдает болезнью Альцгеймера, который утратил умственные способности, страдающий аутизмом в возрасте или синдромом Дауна. Они могут жаловаться даже на физиологические недуги. Все равно читайте им и просите Аллаха об исцелении. Не обязательно ждать, что из него выйдет джин. Это категория неспособных прочитать самим себе. Также в жизни человека могут случиться и другие критические моменты. Сейчас вы сильны и можете читать себе сами. Но вы можете попасть в аварию. Вас повезут на операцию. Вам дадут дозу анестезии. Предстоит тяжелая операция. Кто вам будет читать? Вас вывезли из операционной. Состояние тяжелое. Кто вам будет читать? На вас сделали сихар или у вас одержимость? У вас помутнение разума, вы находитесь без сознания. Кто вам будет читать? Итак, у нас есть тип людей, которые не способны прочитать рукью самим себе. Значит, они нуждаются в ком-то, кто им прочитает. Требуется кто-то, кто сделает это для них, будь это чтец руки или кто-то из членов семьи, кто сейчас слушает эти лекции. После чего он сможет самостоятельно сделать это важное дело кому-то из его семьи, из его родственников, из его соседей, а также научить и их. Но в этих случаях человек нуждается в помощи другого. Другой же тип — это человек, который способен сам себе прочитать рукью. Например, здоровый человек, разумный человек, верующий, соблюдающий человек, человек с сильным сердцем. Почему с сильным сердцем? Мы упоминаем эти качества потому, что нам посылают такие вопросы: «Шейх, вы говорите, что надо читать самому себе. И когда мы читаем самим себе, состояние ухудшается и случаются приступы. Нас бьют, мы падаем, и рядом никого нет. Что нам делать? В таких случаях кто-то должен быть рядом и помогать». Они отвечают, что муж находится рядом. Муж рядом. Рядом и мой брат, и сестра, но когда они видят меня в таком состоянии, они убегают. Значит, в таких случаях должен присутствовать чтец руки. Должен присутствовать чтец руки. Есть и другой выход, который я пробовал со многими больными. Перед тем, как начать читать самому себе, и я об этом буду говорить подробнее на уроках про саму рукью, вы должны прочитать зикры и потом попросить Всевышнего Аллаха: «О Аллах, сохрани мой разум, сохрани мое тело, сохрани мои нервы, сохрани мой дух, убереги меня от приступов, падений или других последствий, и сделай так, чтобы весь эффект руки пришелся на тот недуг, которым я поражен, на мою болезнь, на меня поразившего джинна, на сихар, на сглаз, который причиняет мне эти страдания». И хвала Аллаху, большое количество пациентов, которые делали такое дуа, и не обязательно именно такое, говорили: «Альхамдулиллях, шейх, мы смогли почитать себе рукью. Да, было трудно, но мы продолжали, и в следующий раз было уже проще. И мы стали читать себе сами. Значит, хвала Аллаху, и нет надобности». Как бывает, когда человека приносят к чтецу, держа его за руки вдвоем, втроем и четвером, потому что у него начинается приступ. Хорошо, мы так и будем всю жизнь жить? Нет никакого выхода. И даже настолько, чтобы не четверо вели, а один, и после этого даже этот один ненужный пациент может прийти сам. Решение есть с позволения Всевышнего Аллаха. Но тот больной, который хочет читать рукью сам себе, должен быть, как было сказано, здоровым, в здравом рассудке, мусульманином и должен иметь твердую уверенность. Некоторые пациенты чувствуют в себе силы, когда начинают лечиться, но они быстро начинают бояться и пугаться джиннов. Поэтому сдаются и убегают из дома. Как так? Ведь ты же начал читать рукью. Да, но я не смог выдержать. Шейх, я не могу этого вытерпеть. Там такое случалось. Итак, это значит, что требуется смелость. Означает ли это, что не все могут читать сами себе? Нет, это не означает. Просто больные бывают разные. Человек, у которого сглаз, который чувствует мурашки или температуру, он может читать сам себе. Но мы должны спросить больного, который хочет читать сам себе: «Какие у тебя симптомы?» Может быть, он скажет: «Передо мной появляются джинны и избивают меня, царапают мое тело».
Один человек рассказывал мне, и, иншаллах, я расскажу о его случае. Он говорит: шейх, когда я читаю своей жене, случаются неописуемые вещи. Моя жена высокая и большая. Они берут ее и поднимают на шкаф. Прямо на моих глазах они берут ее и поднимают на шкаф, наверх одежного шкафа, такую массу. Такие вещи разум не может понять. Конечно, в это никто не верит, но когда тебе рассказывает такое сам больной, или сами врачи говорят: мы не можем это объяснить, научного разъяснения этому нет. Сверхъестественные вещи. Вещи, которые никто из нас объяснить не может. Поэтому мы должны спрашивать у пациента, что именно с ним случается. Если его случай слишком тяжелый, он должен лечиться вместе с чтецом руки до момента, пока его состояние не нормализуется. Или же он может дать тебе программу лечения. Или же, если вы сами сильны, и рядом с вами сильные люди, которые смогут в случае необходимости действовать правильно и помочь вам прийти в себя во время приступа. Вам ясно? Также важна и наша осведомленность о вещах, связанных с душевными болезнями и их причинами, сила их воздействия, знание о неожиданностях, которые могут произойти с этим больным. Следовательно, больной должен все это взвешивать перед тем, как он начнет лечиться. Кто-то, например, падает в приступах. Значит, место должно быть подготовлено, и он не упадет, он не ударит голову о рядом стоящую железку, стол или острый угол и не получит повреждения. Если он захочет читать рукью сам себе, он должен попросить кого-то посидеть с ним рядом. Даже начинающий, даже он, и в особенности в самом начале лечения. Сколько раз случалось так, что человек начинает лечиться и думает, что с ним все в порядке. Он сможет читать сам себе. Да, читай сам себе. Но пусть кто-то будет с тобой рядом. Почему же? Потому что иногда человек может не жаловаться ни на что, но когда начинает читать сам себе, например, при чтении Аят аль-Курси или первых аятов Саффат, у меня начиналось головокружение, и я не знаю, что я сделал. Потом люди мне рассказали, когда я уже был в больнице, или лежал дома, привязанный к кровати, что я сделал то-то или сделал это, и хвали Аллаха, что Он тебя уберег и не дал тебе сделать что-то еще хуже того, что ты сделал. Так что же я сделал? Ну, например, ты открыл дверь, вышел на улицу голый. Я? Да, ты. И некоторые не верят. Поэтому мы всегда напоминаем, что даже просто кассеты с рукьей, первый раз всегда слушайте их, будучи в своем доме. Если ничего не произошло, хвала Аллаху, а если у вас начались приступы, то не повторяйте это, например, едя за рулем. Поэтому некоторые шейхи и чтецы руки раньше писали на кассетах: не слушайте эти кассеты за рулем. Почему? Потому что были прецеденты, когда по этой причине случалась авария или опасная ситуация. Человек включал кассету в машине, начиналось головокружение, и он сам не понимал, что он делал, ехал направо и налево. Поэтому вначале нужно слушать на месте и с кем-то еще. Это для того, чтобы больной мог через какое-то время начать читать себе рукью сам, с позволения Аллаха, без того, чтобы с ним случались подобные вещи. Итак, я надеюсь, что вам стало понятно правило в этом вопросе, а именно, что неспособный человек, такой как ребенок или кто-то еще, нуждается в другом человеке, который сможет ему почитать рукью. И если он не сможет такого найти, тогда он может прослушать кассету. Или же человек сам не умеет читать рукью правильно. Необразованный человек, не имеющий знаний. Такой может просто включать кассеты с руки, в которых записаны определенные аяты. Например, аяты против поражения с глазом или завистью, аяты, в которых упоминается колдовство, аяты, касающиеся одержимости, приступов и так далее. Поставьте ему, последите, запишите реакцию, после чего можете связаться с чтецом руки, или из своего собственного опыта или полученных знаний начинаете предпринимать в отношении этого случая действия, пытаясь оказать помощь настолько, насколько возможно. Ведь тот, кто может принести пользу своему брату, пусть так и сделает, как об этом сказано в достоверном хадисе. И в завершении мир и благословения Аллаха нашему пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам. И до следующей лекции с дозволения Всевышнего Аллаха. Урок 8. Осведомленность о видах поражений. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Сегодня мы с вами проведем 8-й урок из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Урок называется «Полная осведомленность о видах поражений».
До этого мы говорили об осведомленности больного перед тем, как начать лечение. Почему? Потому что иногда больному, например, пораженному с глазом, никто не требуется. Или же он просто хочет себя защитить от глаза. Человек говорит, что хочет читать себе рукью сам, хочет защищать себя сам. И если он чего-то испугается, он станет читать на себя сам. Это неплохо. Если вы хотите защитить себя сами, то прочитайте, например, суру Аль-Фалак, Ан-Нас, Аятуль Курси, последние аяты Аль-Бакара. Сделайте дуа, прибегая к совершенным словам Аллаха от каждого шайтана и паразита и от каждого дурного сглаза. И узнайте, как и на что действует сглаз, и как и на что действует сихр. Так о чем мы будем говорить? О пациенте, который хочет лечить себя сам. Давайте представим, что человек поражен сихром. Он поражен им уже долгое время. Сихр непростой. Или же у него одержимость и в нем влюбленный джин. Или же у него случаются приступы и так далее. Вот он пошел к чтецам руки. Взял у них программы лечения, использовал воду, использовал масло, использовал мед, использовал сидр, использовал слабительное, использовал все, что вызывает рвоту, читал суру Бакара, еще что-то. На самом деле этот человек должен приобрести определенные знания, касающиеся именно его случая. Должен читать и начинать понимать, чем именно он поражен. Если он поражен сихром, то в большинстве случаев он еще и поражен с глазом и завистью. Если у него сихр, то чаще всего у него еще и глаз и зависть, потому что чаще всего, и я об этом всегда напоминаю, никто не ходит и не делает сихр на человека просто так. Человек идет и делает сихр на кого-то только после того, как его сердце переполняется гневом на него, и он желает навредить ему во что бы то ни стало. И тогда он идет к колдуну и просит его сделать на него сихр, чтобы удовлетворить этим поступком свою жажду навредить ему. Здесь у человека все переворачивается вверх дном. Он начинает видеть джиннов, начинаются странные вещи, что-то случается в доме. И поэтому он должен быть хорошо осведомлен о типах и видах этих вещей. То есть, какие признаки указывают на сглаз? Как сглаз воздействует на человека? Вид сглаза, которым он поражен. Сглаз, который поражает человека, бывает только от людей или от джиннов тоже? Простой пример. Человек говорит: «Шейх, я не выходил из дома. Меня никто не видел. Но я заболел этой болезнью». Я отвечаю, что джинны, так же как и люди, могут поразить сглазом другого человека. Поэтому о словах Аллаха из джиннов и людей имам Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал: это включает в себя завистников людей и завистников джиннов. То есть человек может сказать: я же не выходил, меня же никто не видел, я не был на каких-то вечеринках. Я отвечу: если вы не защищаете себя зикрами, то вас может поразить сглаз от джиннов. Об этом сказано в хадисе о женщине, у которой на лице появился ожог. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: читайте ей рукью, ибо ее коснулся взгляд. Назра. Назра означает сглаз джиннов, и он острее наконечников копий. То есть он сильный, он может даже убить. И сколько раз такое случалось? Одна женщина жаловалась: я просто сидела, причесывала волосы. У нее такие длинные волосы. И вдруг волосы взяли и поднялись таким образом. Стянулись наверх и запутались. Тут могут быть два варианта. Либо она сама себя поразила сглазом. Да, такое случается. Как сказал Ибн Аль-Каим, человек может сглазить самого себя. Причесывалась, радовалась своим волосам, не призвала баракат и сглазила. Либо это поражение сглазом от шайтана. Он может сказать, что всегда призывает баракат, делает с именем Аллаха, но все равно случается. Значит, это может быть сглаз от шайтана, и это проявляется во время руки, когда человек читает руку себе, или сестра читает самой себе, и говорит: да, шейх, действительно симптомы показывают, что это сглаз от шайтана. Какие бывают симптомы? Например, что-то случается во время дуа, или, например, читая слова Аллаха, потом он бросил взгляд на звезды, потому что в них есть слово «назра». Если у человека сглаз от джиннов, это проявляется. Она может также увидеть женщину с кучерявыми или короткими волосами, которая завистливо на нее смотрит. А некоторые женщины слышат голоса. Например: «Я тебя не оставлю, потому что твои волосы красивее моих». Тут понятно, что это поражение от джинна. С некоторыми женщинами случалось и такое, что их волосы кто-то обрезал во сне. Обрезал, как обрезают ножницами. И рядом с ней ножниц не было. И никто в доме ей этого не делал.
Некоторые жены жалуются на подобные вещи. И это поражение с глазом либо от женщины, вместе с которым к ней пристал джин, либо это с глаз от джиннов. И поэтому, когда кто-то из вас начинает узнавать больше о своем поражении, о своем сихре, о своей одержимости влюбленным джинном, он должен иметь полное представление об этих вещах. Некоторые братья и некоторые сестры пишут мне письма и говорят: «Шейх, я был у многих часов руки, я читаю руки сам себе, использую черный тмин, сидр, воду, суру Бакара и многие другие вещи. И так и не понял, что со мной, и что с тобой случается, но я вижу, что во сне ко мне кто-то приходит и спит рядом. Например, мужчина видит женщину, или находит длинный волос в зоне паха, и это волос женщины, а у меня нет жены. Или, например, он чувствует, что его кто-то чешет, или он находит начесанное место в области половых органов, или слышит обращающийся к нему голос женщины, или почувствовал, как какая-то женщина его поцеловала. Одним словом, симптомов влюбленного джинна много. И когда он их называет, можно сразу сказать, что это влюбленный джин. Хорошо, вы знаете о нем что-то? Не знает ничего. Хорошо, он ходил лечиться, что-то делал сам. Здесь можно ему сказать: зайдите и прочитайте раздел о влюбленном джинне, который я составил, и посмотрите, есть ли у вас эти симптомы. Он читает и говорит: вся статья как будто бы написана обо мне. Хорошо, посмотрите, там есть 4 программы лечения. Выберите самую легкую для вас, а если хотите, сделайте все вместе. Шейх, клянусь Аллахом, я начал лечиться по ним, и хвала Аллаху, все эти симптомы прошли. Или, например, стало лучше на 50%, на 60%, на 10%, на 20%. И даже если лучше не станет, то это по воле Всевышнего Аллаха. И на самом деле, как я уже рассказывал, есть люди, которые выстаивают молитвы, постятся, но если у них нет понятия об этих болезнях, их состояние может оставаться прежним. И многие по этой причине говорят: «Я ходил к чтецам, я ходил к врачам, ничего не проявилось, и поэтому со мной все в порядке». Нет, вы должны искать глубже. Так человек приходит и называет симптомы. Боли в спине, живот раздувается, есть странное чувство в ногах, при справлении нужды. Это симптомы одержимости летающим джинном. Появляются боли здесь, в этом месте, на задней стороне бедер. Хорошо, послушайте кассету, на которой записаны аяты о птицах. Он говорит: «Я послушал, и все мое тело стало сильно болеть». Отлично, теперь вам надо следовать вот этой программе лечения. Другой человек говорит: «Шейх, я постоянно вижу воду, моря, рыб. Вижу, что я вышел из какого-то моря. Возьмите и прослушайте кассету, на которой записаны аяты про море, про утопление, про спасение из моря». И он говорит: «Шейх, я после этого всю ночь не мог уснуть. Дома произошло удивительное. Мама встала на меня, сестра что-то увидела». Отлично, значит, вы достигли того, чего пытались достичь. Также важна и наша осведомленность о вещах, связанных с душевными болезнями и их причинами. Но опять же, учиться этому нельзя у кого попало. Некоторые говорят: «Я прочитал на одном заграничном сайте и сделал». Другой говорит: «Я слышал, как один большой чтец Рухи говорил». Послушайте, это не чтец Рухи. Это просто болтун. Хорошо, но я сделал и проявилось. Да, вы сделали и проявилось, потому что шайтан может проявить некоторые симптомы в теле, чтобы вы поверили в этот метод. Мы должны брать слова любого человека, мои или кого-то другого, и сравнивать их с Кораном и Сунной, и полезным опытом, полученным нами или другими чтецами Рухи. Метод должен быть приемлемым и иметь основу, иначе его нельзя принимать от тех, кто его распространяет. Его нельзя принимать от тех, кто его практикует. Некоторые же делают различные глубокие разъяснения. Например, разъясняют тонкости поражения с глазом, тонкости поражения сихром, и что сихр бывает определенных видов. Мы отвечаем: давайте сравним эти слова с Кораном и Сунной и опытом признанных знатоков Рухи. И каждому дать свое место. Либо это будет основываться на доводах и разъяснении, либо это будет отвергнуто. Цель всего сказанного в том, чтобы пациент после всех этих лекций, с позволения Аллаха, узнал, как узнать и как сделать себе диагноз, и как стать осведомленным во всех этих вещах. Поражен ли он с глазом, поражен ли он сихром, поражен ли он одержимостью, а если имеются все три вещи, то что делать тогда? Как вообще относиться к скрытому миру, который мы не видим? Все это вам станет ясным с позволения Всевышнего Аллаха. На этом пока все. Мир вам, милости Аллаха и Его благословения. Урок 9. Препятствия в лечении.
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Сегодня мы с вами проведем 9-й и последний урок из серии познавательных лекций о лечении поражений для больных. Урок называется «Препятствия в лечении» или «Некоторые причины, препятствующие лечению». Пациент приходит к чицу Рукьи и жалуется на свою болезнь. «Шейх, я вижу джиннов. У себя в доме я нашел какой-то оберег. Нашел сихр. Вот фотография жидкости, пролитой перед входными дверьми». Что ему должен в этом случае сказать чец Рукьи? Что это явные признаки сихра. Начинаем лечиться. Начинает читать аяты о сихре. Когда они бросили, Муса сказал: «Вы совершили колдовство, воистину Аллах его уничтожит». Другой аят, суру Аль-Фаляк. «Вот тебе программа, соблюдай ее». Другой приходит и говорит: «Шейх, посмотрите, у меня болит рука. У меня сильные руки, и один человек стал о них говорить и сглаживал». Это сглаз? Да, это сглаз. Человек начинает лечиться. Но не получается. Он идет к другому чтецу, ко второму, третьему, четвертому и так далее. Ну и почему же он не может вылечиться? На это есть причины. Во-первых, воля Аллаха. Но почему же? Потому что есть что-то, что не позволяет. Что же это? Всевышний говорит: «И тому, кто будет бояться Аллаха, Он даст выход и наделит уделом оттуда, откуда он и не ждет». Так что же может препятствовать лечению? Определенных людей я уже привык изначально спрашивать: «Вы работаете?» Отвечает: «Да, работаю». «Где вы работаете?» Он отвечает: «В банке». «Работаю в банке». То есть это проценты. То есть это харам. Значит, люди к этому относятся легкомысленно и идут на такую работу, не говоря уже об аяте «Аллах объявляет вам войну». Кто с тобой воюет? Сам Всевышний Аллах. После этого вы приходите, чтобы я попросил: «О Господь, вылечи этого человека», не спошли на него исцеление. Аллах оставит вас без поддержки. Это одна из причин, препятствующих лечению. И сколько же людей, оставивших такого рода вещи, сказали: «Субханаллах, шейх, я выздоровел». Я говорю: это Аллах тебя испытал, чтобы потом через это ты исправился. Хорошо, но сколько же таких, которые благополучно грешат? Да, ведь Всевышний Аллах дает нечестивцам отсрочку. Также и неверующим. Но когда он хватает его, он не в силах убежать. Итак, тебе Всевышний Аллах пожелал оказать милость. И поэтому Он испытал тебя этой болезнью, чтобы ты вернулся на путь Всевышнего Аллаха. Также к вещам, которые могут препятствовать лечению, относится, например, воровство. Однажды ко мне пришел человек, я начал ему читать, его случай был тяжелым. И когда он разговорился со мной, я спросил его: «Где вы работаете?» Он ответил: «Вы знаете, если честно, то я вор». «Вор? Ты воруешь? Как же ты хочешь, чтобы Аллах тебя вылечил? Покайся». Он что-то промолвил: «Верни все краденое имущество». Он ответил: «Шейх, я угоняю машины. Мы угнали грузовую машину. В ней были разные шины и колеса для грузовиков. Это была полная машина, целый груз. Мы целая банда, это наше пропитание». Итак, Всевышний Аллах дал тебе заболеть для того, чтобы ты покаялся. И он действительно покаялся. Он покаялся и дал мне обещание, что не будет больше этим заниматься. Через время он пришел ко мне, уже отпустивший бороду, со светом на лице, и сказал мне: «Хочу вас обрадовать, шейх. Но только есть проблема. Цена той грузовой машины была около 70 тысяч риалов. То есть ее продали за 70 тысяч. Так что же мне делать?» Я ответил: «Каждый раз, когда у тебя будут появляться деньги, отдавай их в садаку. И много проси у Аллаха прощения. Поэтому отдавай деньги в садаку, и, возможно, Всевышний Аллах тебя убережет от последствий». Хорошо, приходит еще один и говорит, например: «Шейх, я употребляю наркотики». Или еще что-то. Запрещено ли такому человеку читать рукью? Я уже упоминал, что даже неверующему дозволено читать рукью, то есть не запрещено, но эти вещи могут стать причиной, препятствующей выздоровлению. Мы можем читать рукью неверующему, который, возможно, ничего не знает об Аллахе. Хорошо, а многобожник, тот, кто поклоняется идолам и другим вещам, кто просит не у Аллаха, Аллах может дать ему прямое руководство и исцеление, чтобы к нему вернулся разум. Все, что происходит, происходит по его мудрости. Также сюда можно отнести обман и недозволенный заработок. Обман и нечестный заработок. Если мы станем говорить об обмане, мы сможем говорить очень долго. В разных импортных товарах, которые приходят из-за границы и качество которых оставляет желать лучшего. Но приходит этот продавец и говорит: «Да вы знаете, что у меня за товар, это лучший сорт» и так далее. Или же говорит: «Клянусь Аллахом, я купил это за столько-то». Он продает свой товар за лживую клятву Аллахом. Это нечестный заработок, да упасет Аллах. Также к причинам, препятствующим исцелению, можно отнести вещи, о которых мы говорили ранее.
Например, многобожие и спрашивание не у Аллаха и подобные вещи. Посещение колдунов или, например, плохое отношение к родителям. Непослушание родителям. И я уже рассказывал одну историю, и таких историй много. Приходит больной, пришла однажды девушка со своими родителями. Я начал ей читать, и она встала и накричала на свою мать. Не из-за джина, у нее такое воспитание. Я спросил, и мне ответили, она такая, у нее нет уважения к нам. Она плохо относится к своей матери, к своему отцу, и все делает, как сама пожелает. И в наше время это явление получило широкое распространение. И поэтому болезнь может стать платой за такое отношение к родителям. Я помню одного подростка. Он пришел со своей матерью, и о нем сказали, что на нем сихр. Я почитал и сказал, ребята, мне кажется, что здесь просто плохое воспитание. И вы сами этого подростка таким воспитали? Они ответили, да. Они ходили по разным чтецам, и сейчас я получил от них письмо, в котором его мать говорит, хвала Аллаху, с момента, как он начал читать намаз не пропуская, он начал слушать свою мать, своего отца, стал больше уделять внимание учебе. И я ответил, значит, это не сихр. Значит, нет всего того, о чем вы переживали. Потому что твой успех, о раб Аллаха, именно в таких вот вещах. Сколько мы видели людей, которые оставляли своих матерей, отцов и родственников не по причине поражений джиннами и не по причине сихра, по причине такого воспитания. И если вы спросите больного, он подтвердит. Я всю жизнь так жил. Никто не смеет повысить на меня голос. Не только моя мать или мой отец, а любой человек. Также и причинение несправедливости. Причинение несправедливости людям. И сколько таких случаев мы видели, когда причинение несправедливости становилось причиной, препятствующей исцелению, будь он ответственным лицом, будь он поправшим права другого человека, будь он забравшим его право. И тогда этот притесненный человек делал против него дуа: «О Господь, накажи его за мои попранные права». Его может поразить сглаз и так и не выйти из него. Может поразить сихр и так и не выйти из него. Может стать одержимым джинном, который из него не выйдет. На это человек должен обращать внимание. Также причиной, препятствующей исцелению, может стать то, что человек начинает лечиться, но он все еще продолжает жить в грехах. Например, сидит постоянно перед телевизором, смотрит запретные вещи. И когда я говорю «запретные», человек может подумать, что я говорю только о раздетых женщинах. Это не так. Это любая вещь, которую запретил Всевышний Аллах, даже если вам самим кажется, что она дозволена и разрешена. Смотреть на женщин в телевизоре запрещено. Смотреть тебе, о сестра, на мужчин запрещено, за исключением случаев, когда в этом есть нужда. Как, например, уроки или наставления, исламские науки и подобные вещи. Но если этот просмотр начинает вызывать возбуждение, он становится запретным. Если взгляд на этого человека, не просто его голос, вызывает в своем сердце эмоции, прекращайте тут же и просите убежище от шайтана. У нас были некоторые пациенты. Например, ко мне приходила одна женщина, которая постоянно смотрела вольную борьбу. Мужчины там в короткой одежде. Чем же ты увлекаешься? Она отвечает, это зависимость, я не могу. Так что подобные случаи иногда встречаются. Мужчины смотрят разные спортивные передачи, и женщины там надевают облегающую спортивную одежду и совершают утренние и вечерние упражнения. И он говорит, я смотрю эти упражнения только для того, чтобы научиться их делать. В этом же большая польза, мы учимся тому, что можно и что нельзя кушать. Я отвечаю, это ошибка и харам. То, что вы продолжаете делать эти вещи, говорите за спиной людей, обсуждаете их недостатки, все это причины, препятствующие лечению. Поэтому я постоянно напоминаю пациентам, ищите в себе вещи, которые препятствуют вашему лечению. Конечно, плохие мысли об Аллахе, отсутствие терпения в дуа — все это также причины, препятствующие лечению. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Вам будет дан ответ, если только вы не будете торопиться». Как это, о посланник Аллаха? Это когда вы говорите «я просил, но ответа не было». А в реальности, когда у многих больных мы спрашиваем, какие программы вы проходили, он просто молча отвечает: «О, клянусь Аллахом, шейх, я все перепробовал. Я делал все, шейх». Я говорю, хорошо, делайте дуа. Он отвечает, шейх, никто не делал так дуа, как я. Конечно, это ложь, просто он считает, что никто не делал больше него.
Он говорит: шейх, я делал то и это, делал дуа несчитанное количество раз, ездил к тем и этим. Я даже был в мечети Алякса. Есть братья, которые были в Алякса. Конечно, они не из этой страны. Одним словом, мы были даже в Алякса. Пользы от этого не получили. Я отвечаю, вот эти слова и есть причина, препятствующая лечению. Если бы каждый пациент был уверен в том, что его дуа дошло до Всевышнего Аллаха, что ему за это построены в раю дворцы, что от него отведено зло и беды, которые должны были его коснуться, он бы сказал: «Альхамдулилля, я самый счастливый человек». Итак, братья, причин, препятствующих лечению, бывает много. С позволения Аллаха вы узнаете. И, конечно, тяжело рассказать обо всем. Но если человек начнет сам искать подобные вещи в себе, начнет от них избавляться, его состояние и процесс лечения заметно улучшится. И хуже этого ситуация, когда человек совершает различные грехи, оправдывая это наличием в нем сихра, одержимости, сглаза, и как будто бы он больше не отвечает за себя. Некоторые говорят: «Во мне сихр», и начинает причинять вред другим, своей матери или отцу, или своей жене, и говорит: «Во мне же сихр». Поступает с женой плохо, может, бьет ее, она кричит. Почему? Потому что во мне сихр. Хорошо, в тебе сихр, но ты должен владеть собою. То же касается и женщин, кричащих на своих мужей. Таких вещей много, и все это можно рассказывать очень долго. Но я привожу лишь примеры, чтобы пациент посмотрел перед тем, как он начнет лечиться, зарабатывает ли он честным путем, не занимается ли он ростовщичеством, ворует ли он, обманывает ли людей, разговаривает ли за их спинами, высмеивает ли он людей, смеется ли он над больными. Прошу Аллаха сделать так, чтобы больные научились из этих лекций основам, которые им очень важно знать и понимать. После этого мы начнем вторую часть уроков, в которой речь пойдет о практической части лечения, о диагностике и некоторых программах лечения. Прошу Всевышнего Аллаха сделать это дело искренним ради Него одного. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.